извините за тавтологию, но обозначен второй степенью. Вот эти члены предложения могут стоять как перед существительным, так и между ними, между глаголом и подлежащим. Но обязательно перед второстепенным членом предложения первой степени. То есть перед определением и перед наречием должны стоять. Так вот, в этом предложении все остальные члены предложения являются второстепенными членами предложения второй степени. Рассмотрим их. Люди носили. Кого носили? Своих друзей. У этого слова, в свою очередь, есть свои зависимые слова. Каких друзей? Раненых. Палыглаттырган. Это причастие. Палыглаттырган. Раненых друзей. Раненых каким образом? Как? В какой степени? Аар. Тяжело. Заметьте, определение к слову эштерим стоит непосредственно перед ней. Люди носили своих тяжело раненых друзей. Носили на чем? На носилках. Шаргаларында. На каких носилках? Холл шаргаларында. Ручных. Это прилагательное. Ручных. Далее причастие. На каких носилках? На сделанных кылган из хвойных деревьев. Шеттен. Шет — это хвойное дерево. Любое. Может быть лиственница, ель. Любое. Собирательное понятие. Шеттен кылган. Сделанных из лиственницы. Из лиственницы какой? Из мокрой. Эль относится к лиственнице. И стоит непосредственно перед ней. Определение эль. Шеттен. Калган. Причастие. Тоже стоит перед существительным. Шаргаларында. Холл. Причастие. Тоже перед ней. Вот. Все правила соблюдаются в этом предложении. И в верхнем предложении точно так же. То есть следует запомнить, что второстепенные члены предложения второй степени могут быть перед существительным, так и между существительным и глаголом. Ко второстепенным членам предложения второй степени относятся обстоятельства времени, обстоятельства места и некоторые другие. Поэтому в твинских предложениях в основном все начинается с обозначения места или времени действия. А теперь добавим к главным членам предложения их зависимые слова. Улус. Например, измучившиеся люди. Хиндектенген улус. Измучившиеся люди. Хиндектенген непосредственно относится к слову улус, поэтому стоит перед ней. Гүдрюалвашаран. Носили. Носили как? Например, старательно. Пускай будет старательно. Казалыбыда. Хиндектенген. Второстепенный член предложения первой степени. Казалыбыда. Тоже первой степени. Стоит непосредственно перед главным членом предложения. А остальные второстепенные члены предложения уже второй степени. Они могут стоять перед подлежащим или между подлежащим и сказуемым. Попробуем переставить их. Аар балыглаттырган иштерин өл шеттен кылган хол шыргаларынга хинжектенген улус кызылы биле көтүрө башаран. Вот таким вот образом. Значит, второстепенные члены предложения второй степени можно переставить, а первой степени никак нельзя. Они стоят непосредственно перед главным членом предложения. Нельзя сказать улус хинжектенген аар балыглаттырган иштерин и так далее. Нельзя так сказать. В таком случае слово хинжектенген уже начинает относиться к слову эштерин. Улус хинжектенген аар балыглаттырган иштерин будет переводиться как люди,
своих друзей, тяжело раненых, измучившихся. Запомните вот эту схему. Рассмотрим теперь схему этого предложения. Главный член предложения көргүзөрбүз, от него второстепенные члены мартайда, көрүлдөгү, по шиини. Так как все остальные члены предложения являются второй степени, то перестановка их местами не изменит смысл предложения. Можно будет сказать по шиини мартайда көрүлдөгү көргүзөрбүз. Көрүлдөгү мартайда по шиини көргүзөрбүз. И так далее. Нет второстепенного члена первой степени, поэтому второй степени члена предложения можно переставлять местами.